В завершении выпуска 12 детей из Якутии с различными недугами получили помощь от якутского филиала Российского благотворительного фонда «Русфонд» по итогам прошлого года. В общей сложности детям на лечение и реабилитацию собрали более 4 миллионов рублей. Кто получил помощь, узнала Саргалана Захарова. Историю маленькой Кати Дячковой слышали многие жители республики. В возрасте 5,5 месяцев с ней случилось несчастье. Малышка едва не задохнулась в собственном одеяле. К счастью, к малютке подоспел отец, который вдохнул в нее жизнь. Но последствия непродолжительной клинической смерти оказались печальными. Малышке поставили диагноз эпилепсия, синдром Веста. У нее развитие пошло назад. И 26 декабря у нее начались судороги, синдром Вестовский. И мы опять попадали в больницу, медцентр. К сожалению, местные врачи оказались бессильны. Потребовалось обследование в Москве. Маргарита обратилась в Русфонд, где после первого же звонка получила одобрение и собрала все необходимые документы на получение помощи. Когда я звонила в Русфонд, получается, они так хорошо со мной общались. Они не как мы отправляли до этого документы, нам приходил сразу отказ, а они вежливо с нами общались и не отказались, как могли. На обследование и проживание в столице силами Русфонда собрали около 100 тысяч рублей. Русфонд также совместно с Республиканской благотворительной организацией «Харасхал» помог еще 11 другим тяжелобольным детям. Сотрудничество благотворительных организаций началось еще в конце 2013 года. То, что мы выбрали партнерство с Русфондом, именно в том плане, что они непосредственно работают с клиниками и непосредственно работают с поставщиками тех или иных оборудований. Деньги собираются, да, на ребенка, оно идет конкретно на лечение. Сейчас состояние Катюши улучшается. Она улыбается, узнает близких, пытается держать головку. Но для дальнейшей реабилитации маленькой Кате необходимо, по советам врачей, принимать итальянский препарат Сабрил минимум 3 года. Однако с этого года его собираются запретить в стране. И цена ее в таком случае возрастет от прежних 3,5 тысяч рублей до 21 тысячи за упаковку. Но молодая мама не теряет надежды. Уже этой весной они вновь отправятся в Москву на реабилитацию. Необходимая сумма выросла в 2 раза и достигла 200 тысяч рублей. Маргарита поделилась с нами, что вновь обратиться в Русфонд, ведь первая поддержка дала результаты. Работники Харасхал и молодая мама считают, что реальную помощь можно получить только в этой организации. Но также от всего сердца благодарят всех тех, кто не пожалел времени и средств на то, чтобы маленькие дети радовались каждому новому дню. Саргалана Захарова, Дмитрий Сергучев, НВК Саха, Якутск.